Госсовет Коми поддержал инициативу о наделении статусом ветерана боевых действий военных Донецкой и Луганской народных республик. Также на этой неделе депутаты заслушали отчет контрольно-счетной палаты и ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей. О работе Госсовета в деталях Анна Зубарева. Госсовет Коми поддержал поправки в федеральный закон о ветеранах, которые наделяют статусом ветерана боевых действий военных Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня положения закона распространяются на граждан, которые принимают участие в боевых действиях специальной военной операции с 24 февраля 2022 года. Но вместе с тем боевые действия на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики идут, как мы знаем, с 2014 года. В Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике граждане, принимавшие в соответствии с решениями их органов исполнительной власти, выполняли свой конституционный долг по защите Отечества. Многие из них получили ранения и другие увечья. Также на заседании президиума депутаты заслушали итоги работы контрольно-счетной палаты за прошлый год. Нарушений она выявила на 1 200 000 000 рублей. В 2023 году количество проверок еще увеличилось. Сейчас проверяют Тухту, Сосногорск и Усинск по безнадзорным животным. Ревизоры работают в Куневском и Тентюковском интернатах. На очереди резервный фонд правительства Коми. К слову, в прошлом году Коми-тепловая компания была замечена в нецелевом использовании средств. 28 миллионов она вернула в бюджет Коми. Видим обратную связь от министерств, от учреждений, которые проверяем, вопрос контроля. Потому что, в принципе, практически, можно сказать, в каждой проверке мы обозначаем, что достаточно серьезно ослаблен контроль в том или ином направлении. То есть работают учреждения, кажется, все нормально исполняет, но мы смотрим, что контроль все-таки ослаблен. Количество малых и средних субъектов предпринимательства в Коми сократилось на 485 единиц. Это уже следующий вопрос, который обсудили на заседании президиума. Уполномоченный по правам предпринимателей предоставил статистику. На закрытие бизнеса повлияла частичная мобилизация и санкции. Многие не смогли выстроить логистику в новых условиях. И еще одной из проблем для бизнеса остается чрезмерное внимание со стороны контрольно-надзорных органов. Предприниматели жалуются на излишние требования и безосновательные проверки. В этой проблеме хотелось бы увидеть понимание депутатского корпуса, поскольку именно к вам часто обращаются предприниматели, остро реагирующие на несправедливые действия контрольно-надзорных органов. Действительно, добросовестные предприниматели должны быть защищены от необоснованных проверок, если это не несет угрозы безопасности нашему обществу. Бизнес рождается там, где более щадящий налоговый режим. Цитата омбудсмена. И власти работают в этом направлении. До конца года сохранены сниженные в 2 раза ставки по упрощенной системе налогообложения, действуют льготные кредиты, мораторий на плановые проверки бизнеса. Новые требования по маркировке товаров на стопе. И сегодня статистика такая. Большая часть бизнеса выдержала последствия санкций. Некоторые даже вовсе не заметили давления.